Уважаемый Андрей Шарифович, спасибо, что приехали. Мы с вами в разных местах и по разному поводу встречаемся, но это необычный повод, это совместное учение. Мы продолжаем сотрудничество по всем направлениям. Конечно, всегда главным образом обращаем внимание на наше экономическое сотрудничество. И здесь нам есть что показать, потому что оно развивается успешно. И рост показали в прошлом году 17%, в этом году уже рост продолжается. Но и военно-техническое сотрудничество, военное сотрудничество идет своим чередом, продолжается. То, что и ваши подразделения принимают участие в этом крупнейшем для всех нас военном событии, это очень важно. 128 тысяч личного состава, да, 600 летательных аппаратов, это действительно очень важный этап подготовки наших вооруженных сил на случай отражения любых непредвиденных ситуаций, в том числе и связанных с борьбой с терроризмом. Мы, как страны ОДКБ, для нас это особенно важно. Мы продолжаем работу и в рамках этой организации, но и вот в ходе масштабных учений подобного рода наши подразделения оттачивают свое мастерство. Я очень рад вас видеть. Уважаемый Владимир Владимирович, очень рад нашей встрече. Не радуюсь, что наши встречи стали регулярными. Это ваша заслуга. Вы всегда уделяете время, несмотря на ваш плотный график работы. И поздравляю с успешным завершением военных учений. И вам спасибо большое, что пригласили меня на эти военные учения. И сегодня, посмотрев эти военные учения, вызывает гордость и воодушевление нашими вооруженными силами. Это очень большое впечатление. И особо хочу отметить, наши военные ведомства активно сотрудничают на двусторонних и многосторонних форматах. Я всегда говорил и много раз говорю, что Кыргызстан для России это самый надежный, верный друг, союзник, партнер. Дорожим и ценим этим нашими отношениями. И мы всегда стремимся реализовать те договоренности, которые у нас в России есть. Именно над этим всегда работаем. Спасибо вам за приглашение. Спасибо. Позволит противнику проделать проходы взрывными способами, находящимися у него на вооружении установками разминирования. После авиабомбами калибра 250 килограммов. Подавлять активные средства противника и остановить его. Справа вы наблюдаете позицию боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» калибра 250 килограммов. С молочной восхищением гаубиц на 30 внешнеподвесские вертолетов проводятся впервые. Высокая маневренность позволяет подразделению своевременно занимать назначенные рубежи и наносить поражение противнику на дальности свыше 5 километров. Самолетов ЖИМАШ-7А. Народно-освободительной армии Китая. Слева и справа. В полосе пролета 2 звена эксплуатировано, получив методов технического оружия. Добрый день, ребят. Здравия желаю, товарищ Верховный Главнокомандующий. Как вам нравится учение? Очень нравится. По итогам которой заняли первое место среди 14 команд Приволжского федерального округа. Спасибо. Спасибо.